Доброго времени, дорогие друзья! Это проект «Поговорим» и в студии Эмилия Алиева. Вы знаете, еще остались люди, которые верят, что можно сбросить лишний вес с помощью пресловутых голодовок. Остались девушки, которые начинают свой путь к стройности в канун важных праздников или летнего отпуска. Но это все цветочки. Самое страшное, что есть люди, среди них и немало мужчин, кто перестал верить в себя и смирился с лишним весом. Подобные настроения стали причиной для нашего сегодняшнего выпуска. О том, что скрывают фитнес-тренеры, к чему на самом деле могут привести марафоны похудения у лжеинструкторов и, главное, как найти эту самую нерушимую точку опоры в стремлении обрести стройное тело. В нашем открытом и, самое главное, честном разговоре с тренером Оксаной Трушиной. Оксана Трушина – фитнес-тренер-нутрициолог, кандидат в мастера спорта по дзюдо, бронзовый призер фитнес-бикини в Санкт-Петербурге. Окончила училище Олимпийского резерва, затем получила образование экономиста в Сибирском университете. Также окончила ВГИК по специальности режиссер монтажа. Однако позже решает полностью посвятить свою жизнь спорту, пропаганде правильного питания среди населения. Оксана – тренер, способный читать медицинские анализы и на их основе выстраивать питание с физической нагрузкой. Ее детищем является авторский спортивный проект «Лучше, чем вчера», через который прошли более 1000 людей, желающих обрести стройное тело и поправить свое здоровье. Здравствуйте. Здравствуйте. Но мы знакомы были еще до съемок, поэтому можем позволить общение на «ты». И я, наверное, в самом начале хотела бы попросить рассказать. Конечно, мы сейчас видим красивую, стройную, уверенную девушку со светящимися глазами, лучезарной улыбкой, но так же было не всегда. И сложно поверить, что когда-то вот у тебя были какие-то проблемы, скажем так, с лишним весом и как следствие самооценкой. Что было и как победилось это все? Ну, я на самом деле с самого, так скажем, детства занималась спортом, всегда была на спорте, но в какой-то период, уже ближе к окончанию школы, соответственно, интересы начинали меняться, и, в принципе, на тот момент была мода на очень худеньких девочек. Тогда было, да, тогда было очень круто быть моделью, а я, соответственно, все равно немножко не подходила, потому что занималась дзюдо, я была, ну, так скажем, более грубая, наверное, у меня внешность была, широкие там плечи. Ну, в принципе, они у меня и так как бы не маленькие, но плюс физическая нагрузка, да, у нас же там ОФП различного характера. И, соответственно, я, ну, как модель не выглядела. То есть я была такая подкачанная, можно сказать так. Речь идет о 90-х годах, 2000-х, Сейчас да? возраст мой вы даете? Нет. Я хочу, чтобы вы понимали, наши телезрители, когда у нас в городе, просто бум был на модельное агентство. Действительно было в моде быть стройной 90-60-90. Когда конкурс красоты был один и главный, и все шагали так или иначе в модельное агентство с дальним прицелом, чтобы принять участие в этом конкурсе. А вы тогда у нас занимались дзюдо, и, конечно, борьба, она так или иначе, конечно, оказывает какое-то воздействие на фигуру, отпечаток все равно есть. Во-первых, в поведении ты не такая пластичная, ты не такая гибкая, у тебя все равно более такие жесткие движения и так далее. И, в общем, фокус начал смещаться на то, что я хочу быть более женственной, более аккуратной. И, в принципе, когда, опять же, ты молоденькая, и вот эта вот мода со всех сторон давит о том, что вот так быть некрасиво, а вот супер худой быть и на подиуме это супер классно. Ну, естественно, там глаза горели, и очень хотелось туда попасть, но я понимала о том, что мне придется очень сильно постараться. Я не была полной, еще раз говорю, я просто была так достаточно физически крепкой, да. И я начала свой путь похудения, я решила придумать самостоятельно диеты, потому что в те времена, к сожалению, не было домашнего компьютера, не было, опять же, социальных сетей в плане того, что с телефона я не могла там зайти посмотреть какую-то информацию. Тогда мобильного интернета даже не было. Вот. Все мы... Насколько это все давно было. Все, честно, ходили в библиотеку, чтобы подчеркнуть какую-то новую информацию. Да, и поэтому, я просто понимала о том, что нужно просто не есть. Опять же, какие-то там СМИ показывали о том, что чтобы моделью быть, там я даже слышала о том, что они, чтобы желудок
желудок заполнять, брали вату, мочили ее в воде и ели, ну, чтобы в желудке что-то было, но при этом без калорий. То есть настолько загонялись, но когда у тебя вот глаза горят, и ты безумно хочешь быть худой, мне кажется, ну, и не понимаешь, насколько это вредно для здоровья, вот такие диеты и вообще, в принципе, голодовки, ну, красота же превыше всего была. Мы же, тем более в молодости, мы особо о здоровье-то не думаем, нам главное вот быть в тренде, да. Ну и, соответственно, я решила, там, сначала я после 6 не ела, сократила свое питание. Дальше у меня пошло, я уже там после обеда не ела. То есть у меня потихоньку начался сокращаться рацион, и в какой-то момент я поняла, что я вообще не ем. Ну, то есть я могла 2 дня не есть, и для меня было это прикольно, что у меня нет вообще желания кушать, и, в принципе, ну, то есть я могу без этого обойтись, и я худею, я прям худею. И, ну, так получилось, что я решила для себя, чтобы не умереть совсем, на 3-й день я ем. И у меня на 3-й день был горсточка изюма, на секундочку, потому что это сладкое что-то, но при этом для меня это было полезно же, потому что это же изюм, это же не шоколадка. И из вредного сухарики 3 корочки с сыром и семгой, как сейчас помню. В общем, и это был вот 3-й день, да. Потом опять 2 дня я ничего не ем, и вот на 3-й день так. Ну, таким образом, конечно, я очень сильно нанесла урон своему здоровью, и, в принципе, меня это все не беспокоило, что у меня там происходило с моим организмом, до момента, пока у меня не начали вываливаться волосы, причем страшно. То есть вот когда ты просто моешь волосы, и не то, что там прядками, да, вот по несколько волосочков там слетает, и вот много волос Вань. Нет, это было прям вот просто кусок вот так хвоста, и у тебя берет и просто вот так отваливается. Как будто я только что обесвечилась, там сверху плойкой, и химку сделала, и вот у меня поэтому кусок отвалился. Вот как будто бы такое воздействие было. И когда это увидела, я, конечно же, поняла, что все, моему здоровью, походу, хана. Только из-за этого фактора я побежала. Все остальные проблемы, которые были со здоровьем, меня не беспокоили. Главное — худоба. И когда, да, я начала уже проходить там различные обследования в наших городских клиниках, везде, в каждом врачу, к которому я заходила, они такие: боже, какая ты худенькая. Ну, мне, в общем, поставили, да, ну, начальную стадию, то есть мне не ставили прям конкретно диагноз, но у меня уже было преданорексичное вот это состояние, ну, по симптоматике, опять же, и по женскому здоровью, и в принципе. В общем, и мне сказали о том, что все, надо набирать вес, надо там до определенного веса дойти и ввести в рацион там 3-разовое питание и так далее. Это я вот сейчас, допустим, опираясь на прошлый свой негативный опыт, я понимаю, почему вот в какой-то момент происходили те или иные вещи. Вот после того, как я начала кушать полноценно, да, то есть это не было обжорством, это не было зажорством, это не было, что я ударилась там в сладкое, мучное и так далее. Нет, я просто ввела завтрак, обед и ужин. Вот что ели мои родители, да, вот то же самое начала есть я. И это, ну, как правило, очень стандартные вещи, да, то есть там борщ на обед, грубо говоря, с хлебом, с кусочком, там, с 2, да, на ужин там картошка, например, там с каким-то мясом. Ну, в общем, и с помощью того, что я начала нормально питаться, но при этом до этого была в долгом дефиците, у меня дефиците калорий. Ну, дефиците калорий, да, то есть я вообще не ела, и, соответственно, спустя 2 месяца я набрала 17 килограмм. Ну, то есть немножко перестаралась. Но я, опять же, не понимала, что я делала не так. Я ела, как все, у меня в голове не укладывалось, почему я вот так раздулась, а у меня мама как была стройная, так и осталась. Ну, то есть что я такого делала неправильного? А это вот сейчас я уже понимаю научное обоснование этому всему, то есть это вот конкретный откат после длительного дефицита и стресса для организма. Он как губка начинает впитывать всю воду, то есть он начинает задерживать и все оставлять в организме на всякий случай. Вдруг ты опять решишь стать моделью очень сильно худенькой и будешь, собственно, голодать. Вот. Поэтому начинаются вот резкие такие запасы. Ну и после этого начался достаточно длительный период похудения, потому что, опять же, это было то же самое время, когда нет и мобильного интернета, когда, в принципе, доступа к интернету. И я просто начала скупать в ужасе все там всевозможные книги по питанию, по диетам. Я просто, мне кажется, пробовала все диеты мира, но, к сожалению, они заканчивались в обед. То есть я с утра такая заряженная: все, сегодня диета 7 лепесточков, так, первый день, погнали.
канале, у нас там только сухая курогрудка, там без соли, без ничего, и все, и ты там раз съела, два съела, и ты просто понимаешь, что ну нет, тогда ты так съесть не сможешь дальше. И, в общем, да, начался долгий путь. И это говорит тренер, который сегодня профессионально оказывает помощь. Но, видимо, мне нужен был этот опыт, чтобы я действительно это делала сейчас с пониманием, что с людьми происходит. Что все испытано на себе абсолютно. Да, то же самое РПП, вот, то есть там же... Что такое РПП? Ну, это пищевое расстройство, получается. То есть ты, когда безудержно можешь есть, и, соответственно, у тебя из-за этого стресс, и ты не можешь остановиться и так далее, то есть это уже психологическая проблема. И у меня тоже это было, то есть я тоже это понимаю. Но важно разделять. Некоторые привыкли, так скажем, успокаивать себя тем, что у меня РПП, потому что я не могу остановиться. Но при этом РПП — это очень такое, ну, так Общее скажем, понятие. общее понятие. Ну, не общее даже. Оно очень воздушное. И прям, чтобы это был диагнозом, это действительно нужно пройти ряд врачей, чтобы тебе диагностировали РПП. Как правило, это просто девчонки, ну, либо ввиду там гормональных каких-то сбоев, либо ввиду лени там и отсутствия желания что-то менять в своей жизни. Вот у меня РПП и продолжает есть. Не все, я не спорю, есть действительно у кого проблемы. Но в любом случае, если ты хочешь стать лучше, если ты хочешь изменить ситуацию, которая на данный момент у тебя есть с твоим телом, ты начнешь это все изучать, смотреть, обращаться к специалистам. Тем более мы живем в современном мире. Сейчас просто специалистов, экспертов по похудению, коучинг, там, дыши всеми местами телом. То есть все, что угодно ты можешь делать для того, чтобы быть в гармонии, в стройности и, собственно, в хорошем расположении духа. Кто дал вот такой вот пинок, когда нужно было взять себя в руки и выйти вот из состояния жертвы, девушки, которая сама себя жалеет и ругает за все допущенные ошибки? Я сейчас расскажу вот пару моментов, из-за чего потом произошел переломный так момент, который на меня повлиял. Я для того, чтобы похудеть, понимала, что нужна физическая нагрузка, опять же, из книжек все прочитала, да, что какой-то фитнес и так далее, в Якутске тогда этого не было, я решила бегать. Но так как я комплексовала уже конкретно, даже в колледже не появлялась, меня там чуть не отчислили, это последний семестр был для того, ну и все, и диплом, а я такая, все, не хожу по причине того, что я поправилась, то есть вот до такого доходила. Ну, в общем, я решила, что я не буду спать до 5 утра, потому что самостоятельно в 5 утра я была встать не в состоянии. Я не спала до 5 утра, чтобы пойти побегать. Там вот я жила в районе Дома быта, и я бегала до 202-го, там вторые камни, да, кто знает, кто бегал, тот знает. И, в общем, туда-обратно. И так каждый день, но в течение недели. Эффекта я не видела на весах, а потому что, ну, как бы сейчас, опять же, понимаю, почему. Физическая нагрузка — это не равно похудение. Если нет дефицита в питании, то все. А я как бы приходила домой, ну, соответственно, ложилась спать, далее просыпалась, и у меня там от стресса уже были, конечно, и шоколадки, и были какие-то другие там непонятные. Я не понимала, как мне есть. Я не знала, что я делаю не так. Вот добавила физическую нагрузку, а толку вообще никакого. И я прям из-за этого была в депрессии. Дальше у меня было вообще, наступило лето, я там с горем пополам сдала диплом, потому что я вот не хотела это вообще появляться на люди. Но люди уже начали привыкать к моему внешнему виду, поэтому как-то было меньше таких вопросов от окружения, что со мной не так. И я просто 12 дней, я прям помню эту дату, я не выходила из дома вообще. Это для меня единственный, наверное, момент жизни, когда я вот действительно вообще не выходила, потому что мне было стыдно. И я прям сидела дома, упивалась своими слезами от того, что со мной что-то не так, что я какая-то некрасивая, я стала там толстая, я себя считала. Хотя на тот, ну, то есть по весу это, ну, 70 килограмм для роста 1,75 м, это немного. Но надо понимать, у меня был контраст 17 килограмм, то есть я была там в очень худом состоянии, и тут я как бы довожу организм до более полного, и все, и для меня это катастрофа. Все, я не вылазила из дома, соответственно, упивалась слезами, заедала шоколадкой. Ко мне подходит мама, опять же, смотрит на меня вот в таком вот печальном состоянии и говорит: Оксана, от того, что ты сидишь, ничего не изменится. Вот ты мало двигаешься, ты ешь шоколадки. И это было все на повышенном тоне. Это было прям, ну, так
ну, почти есть с поругала, криком, да. повоспитывала. Она начала на повышенном тоне мне вот не говорить, а прям выговаривать о том, что ты сидишь и рыдаешь, ничего при этом не делаешь, а что ты вообще хочешь. Если бы ты хотела изменить свое тело, если бы ты хотела, ты бы как минимум начала уже что-то делать физически. Там то, что ты 7 дней побегала и потом спать ложилась и ела шоколадки, это как бы ничего не решает. И, собственно, она предложила сразу альтернативный вариант. Я вообще обожаю людей, которые критикуют, но сразу предлагают. Критикуешь — предлагай. То есть если ты говоришь, что что-то не так, то предлагай, что не так, а не просто мне там высказала и ушла. И она говорит: колледж у нас находится там в 5 километрах от нас, да, от нашего дома. Вот ножками встала, пошла туда, пошла обратно. И, собственно, это были первые победные 5 килограмм за месяц, которые я согнала только благодаря тому, что я ходила пешком туда и обратно. А с Каждый питанием? день. Питание, естественно, я старалась корректировать. Когда видишь результат, вот самое, что важно, видеть результат. Когда ты видишь результат, отвес, объемы уходят. У меня были, знаете, у каждой девочки, мне кажется, есть такие размерные штаны. У меня вот они тоже были, они уже были, не в моде, они вообще, но я их хранила, потому что я должна была в них влезть, мне принципиально было в них залезть. И, в общем, я каждый раз так мерила и думаю: так, еще чуть-чуть. Так, повыше пошли. Там чуть ли не разметки на ноге оставляла, до какого уровня мы дошли. Вот. И, собственно, когда я начала видеть результаты, естественно, и желания у меня уже в каких-то там объемах стресс заедать точно не было. И начала корректировать. Вот, и с тех пор уже можно сказать, что начался путь тренера, началось обучение, да, позже... Путь тренера нет. С тех пор просто я потом ввела в свою жизнь фитнес, потому что тогда в Якутске наконец-то начал появляться спорт вообще, да, пропаганда, так скажем, залы открываться, группы какие-то, там, тренеры и так далее. И я начала самостоятельно заниматься в группе, мне это понравилось. Я сейчас на данный момент тренер групповых программ. Мне кажется, вполне вероятно, что мои результаты были от групповых программ, и я поэтому вижу в этом перспективу для людей, которые не хотят там выступать на соревнованиях или как-то жестко прокачать рельеф, поэтому групповые более чем достаточно. И, в общем, я начала ходить на групповые, соответственно, мое тело начало меняться. Опять же, я не переставала изучать там питание, уже начали как-то больше появляться клубы компьютерные, где уже свободно можно было, а не в очереди там 1,5 часа, да, сидеть. Свободно можно было посетить, посмотреть какую-то информацию. То есть уже больше получала знаний. Правильно ли поступают люди, которые начинают странеть там, как определенным каким-то событиям или праздникам? Это опять же приоритеты. Я всегда говорю о том, что у любой девочки, и в принципе, как у любого человека, да, если есть желание, то он найдет и время, и возможности. Соответственно, когда вот есть приоритет отпуск, лето, свадьба и так далее, то есть это в приоритете, сразу начинает и время находиться, и денежка для экспертов, да, по похудению там, или еще и на тренировке сразу время появляется, сразу появляются возможности. Поэтому, когда мне говорят: у меня нет там времени, того, сего, я просто понимаю, что для человека сейчас не приоритетно. Он просто хочет похудеть, но такого прям мотивирующего, яркого желания нет. В настоящий момент нет. И если заниматься, а потом оставить, то понятно, что... Питание должно быть может как вернуться. стиль жизни. Питание и спорт должны быть как стиль жизни. Это, кстати, Это как зубы почистить. книга, которую я прочитала, она так и называлась «Диета как стиль жизни». Это вот та самая книга, которая вообще перевернула мою голову, потому что там я узнала очень много полезной информации по питанию. Это вот было на моем пути, так скажем, похудения. И вот я считаю, что питание и спорт, они должны быть как стиль жизни. Как только ты отклоняешься от этого ресурса, и в принципе любой человек, который занимается и так далее, он уезжает в отпуск, сразу и фигурка у нас меняется, да, ты даже можешь максимально придерживаться, стараться питания, но отсутствие тренировок или какой-то физической активности или добавочно ты там вкусняшки начинаешь употреблять, соответственно, меняется. Еще вопрос: с чего начать стройнеть, и можно ли делать это самостоятельно? Самостоятельно я бы не рекомендовала. Почему? Потому что у многих складывается впечатление, что чем меньше ешь, тем лучше. Абсолютно неверно. И раз. А во-вторых, важно понимать, как мы хотим похудеть. Мы хотим просто похудеть или мы хотим качественно похудеть? Потому что просто похудеть можно ходить худой, но дряблой, мягкой, с выраженным целлюлитом, но при этом худой, как бы.
А можно похудеть так, что у тебя будет тело подтянутое, кожа будет в тонусе, ты будешь стройной, у тебя не будет целлюлита, у тебя не будет лишних там Ну, то есть складок и так далее. Самостоятельно лучше не начинайте, обратиться к специалисту. Если не чтобы, разбираетесь в питании, то да. чтобы избежать всех ошибок, которые Ну да. испытаны на тебе, Потому да? что можно здоровье очень сильно можно испортить свое здоровье. И, к сожалению, многие даже женские проблемы, вот именно по женской части, они начинаются из-за питания. Потому что жиры — это основа половых гормонов. И, соответственно, когда вы максимально едите обезжиренную пищу и думаете, что это классно, я буду худеть, да, вы будете худеть, но при этом у вас будет нарушаться гормональная система, и в связи с этим будет воспаление и различные там еще какие-то штуки, которые, к сожалению, потом могут вылиться в что-то наиболее худшее. Как определить настоящего тренера, который разбирается и в питании основах, там, да, и умеет, может быть, даже читать анализы? Как определить лжетренера от настоящего? Ну, во-первых, я думаю, каждый тренер должен соответствовать тому, что пропагандирует, в первую очередь. Но, опять же, это не показатель, потому что я знаю ряд тренеров, которые имеют, так скажем, свой лишний вес и не выглядят идеально, но при этом с огромной базой знаний и с высокой экспертностью. Второй момент, опять же, какие обучения он проходил и проходит ли, потому что для тренера важно постоянно развиваться, потому что спорт и питание, они также не стоят на месте. Постоянно какие-то исследования, постоянно какие-то новые фишки, постоянно там что-то придумывается новое, что-то открывается и так далее. И как в плане питания, так и в плане спорта. И третий момент — это результат, опять же, подопечных. Важно понимать, как, за какой период и что при этом тренер несет в массы, социальные сети, через которые. Я, честно говоря, не очень понимаю людей, которые ведут не индивидуальное ведение и не разбираются в работе гормонов и не читают анализы, и говорят, что можно есть все, что угодно. Это огромная ошибка, потому что у многих страдающих людей лишним весом, у них, как правило, аутоиммунные заболевания, для которых нужно отдельное питание, то есть корректировать именно под заболевание, и, соответственно, подсахарный диабет и так далее. То есть тут уже другое питание идет. А когда они говорят: нормально, сейчас будешь есть все, что хочешь, но Главное, по моей тренировки схеме, нет, вот это уже называется гробить человека. Поэтому я всегда за то, чтобы было сбалансированное питание и при этом не навредить. Самое главное для тренера — не навредить. Любая девочка, которая хочет похудеть и похудела, она становится такой нереально счастливой. Она просто идет прям своим счастьем, вот мне кажется, окружение озаряет. Она сразу меняет прическу, она сразу меняет одежду, у нее сразу на нее обращают мужчины внимание. Она сразу прям начинает кокетничать, фотосессия, она все меняет. У нее меняется полностью образ жизни. Так же, как и у мужчин, которые хотят, например, похудеть. Тебе становится легче. И у тех, которые сильно большая масса тела, они, соответственно, у них там нормализуется давление, сахар, им уже становится легче двигаться и так далее. Они уже по-другому, опять же, энергетически воспринимаются для окружения. Соответственно, если получаем этот результат, мы закрываем что? Мы закрываем статью «Счастливые отношения», потому что муж уже начинает комплименты, да, там в ту сторону кидать, парни там какие-то обращают внимание. Второй момент — это финансы. Объясняю, почему. Потому что это вполне вероятно карьерный рост, какие-то новые предложения. Люди хотят тебя видеть вот такую лучезарную, вот такую яркую. Третий момент — это безопасность. Потому что важно, чтобы это было безопасно для здоровья, чтобы это не было потом отката в виде там, лишнего веса, быстрого причем, да. Ну и четвертый момент — это здоровье. То есть здоровье важно, чтобы ты при этом, при всем была в ресурсе, и у тебя не сбоил организм, и, собственно, поддерживал все. Всем ли нужно стройнеть? Вот 90-60-90, очень многие говорят, что вот это вот, кто-то придерживается, что это прям идеалы, идеальные параметры, а другие считают, что это, просто надуманно, и у каждого человека они свои какие-то, да? Нужно ли действительно каждому быть, соответствовать вот этим 90-60-90? Я считаю, что у каждого человека норма веса своя в плане по ощущениям. То есть каждый чувствует себя вот в определенном весе комфортно. Когда он чуть больше поправляется, все, он уже понимает этот дискомфорт.
спорт. Это первый момент. Второй момент, ну, важно, конечно, понимать именно при посещении там эндокринолога и делая чекап, а его нужно делать хотя бы раз в год, да, особенно если 30+. Соответственно, делая чекап своего организма, важно понимать, что у тебя нет этих проблем с ожирением, да, и не стоит диагноз. Вес — это больше про ощущения. То есть если вы чувствуете себя комфортно в этом весе и действительно не занимаетесь самообманом, а смотрите в зеркало и вас все устраивает, значит, неважно, весите вы 50 килограмм или 80. Потому что для кого-то 80 — это ого-го сколько, ни за что. А для кого-то, наоборот, 80 — это кайф, класс, 80, мечтаю, пожалуйста, помогите мне до 80 скинуть. Это именно комфортность, это именно про вот энергию, это именно про ощущение человека, себя в этом ресурсе. Спасибо большое, Оксана, за искреннюю беседу. Я думаю, что она кому-то пригодится обязательно. Будет Спасибо. полезно послушать о том, как важно не страдать, а все-таки признавать ошибку какую-то и заниматься ее решением. Удачи и успехов, и крепкого здоровья. Спасибо большое. Взаимно.